Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас заключительный урок. Мы будем пришивать опушку из меха выдры и мерлушки. На прошлом занятии мы натягивали шапку. Шапка у нас высохла. Лента выдры у нас тоже готова. Нам осталось только измерить ее и пришить. Необходимую длину можно отмерить на самой шапке. Итак, мы отмеряем. Теперь отрезаем необходимую нам длину. Не забывайте про припуски на шов, примерно 2 сантиметра. Концы соединяем. Нитку при шитье старайтесь сильно не натягивать. Если будет чрезмерно сильное натяжение, шов будет сильно заметным и бугристым. Теперь надеваем нашу опушку на шапку. Выворачиваем выдру наизнанку. Расстояние между мехом выдры и лисы должно быть 2-3 сантиметра. Если мех шапки и выдры пушистый, оставляем сантиметра 3. Если мех умеренный, оставляем сантиметра 2. Но если вы сомневаетесь, можно пришить некоторый отрезок и посмотреть на глаз. Итак, мы определились с расстоянием. Теперь пришиваем опушку к тесьме. Можно шапку положить на бок, чтобы нам было удобно работать. Мы пришили опушку. Давайте посмотрим, как у нас получилось. Пока мех у нас немного помятый, но это ничего, он потом расправится. Нам осталось пришить мерлушку. Осматриваем шапку, оценивая, сколько и где надо убавить или прибавить мерлушки. Если есть излишки, отмечаем ручкой, чтобы позднее срезать эти места. Если края изделия неровные, то необходимо подровнять их, надставить или убрать лишнее. Край мерлушки должен равняться длине ворса опушки из выдры. По-моему, у нас тут все ровно. Мы не будем ничего тут менять. Все так и оставляем. Шапку пока откладываем. Готовим ленты на опушку мерлушки. Шкурка у нас уже выделанная. Измеряем полоски шириной 2-2,5 сантиметра. Чертим и нарезаем. Мы измеряем 2,5 сантиметра.
Затем соединяем их в одну ленту. Измеряем нужную длину и концы соединяем. Теперь нам осталось только пришить наше изделие к шапке. Пришивать ее надо равномерно. Для этого можно в нескольких местах зафиксировать изделие на шапке. Если вы начинающая швея, обязательно фиксируйте. Это вам облегчит работу. Оно никуда не сдвинется, шов у вас будет ложиться ровно. И изделие равномерно распределится по окружности шапки. Я зафиксировала в нескольких местах. Теперь можно пришивать. Можно также шапку положить на бок, чтобы нам было удобно работать. Итак, мы дошили шапку. Мы пришили опушки выдры и опушку мерлушки. Мерлушку мы подвернули и зафиксировали швом. Наша шапка готова. Нам осталось только прикрепить кисточки. Мы выбрали красный и зеленые цвета. Кисти у нас на нитках. С помощью иголки мы проводим нитку сквозь мех прямо по центру шапки. С изнаночной стороны шапки проводим нитку сквозь пуговицу. То же самое проделываем со второй кистью. Уже внутри шапки нитки закрепляем узелком. Излишки ниток убираем. Мы показали вам, как можно сшить национальную алтайскую шапку Алтай-Пачхах-Пюрюк. На этом у нас все. Всего вам доброго!